Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын, а в нашей студии гости, и я рада их представить. Завтра откроет свои двери форум родословия народов Дальнего Востока-2025. Это пройдет мероприятие глобальное в историческом парке «Россия. Моя история» на втором этаже в конференц-зале. И сегодня в нашей студии те люди, которые имеют непосредственное отношение к этому мероприятию. Я рада представить, наверное, сначала представлю гостя не только нашей студии, но и нашего города. Сегодня у нас в гостях Сергей Иванович Вахрин, правильно фамилию? Да. Ударение ставлю. Писатель, архивист, член географического общества Союза Возрождения родословных традиций, член Союза писателей России, член Союза кинематографистов России, автор книг «Тайны якутских фамилий» и «Тайны якутских фамилий. Дальний Восток». И это не последняя книга, я узнала это из вашего интервью. Здравствуйте, Сергей Иванович, рада вас приветствовать. И ваши регалии все с огромным интересом я и прочитала, и сейчас вас представила. Вы уникальный человек. И за кадром я узнала, что вот такие вот труды, такие книги, такой мощный труд, просто титанический, вы взяли и подарили нашей республике. Это просто Она этого заслуживает. Спасибо вам огромное. И в нашей студии также один из организаторов завтрашнего форума Руслан Васильевич Васильев. Руслан Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что вы к нам тоже сегодня пришли. У вас наверняка дни очень насыщенные, и много событий, и много мест, где вы выступаете. Как организация проходит завтрашнего мероприятия? Все ли получается, все ли удается, и кого вы завтра ждете? Ну, конечно, да, подготовительная работа идет, потому что если мы до этого проводили, скажем, в 2018 году, это первый съезд был, да, в 2023 году второй съезд родословия, а вот уже в этом году сейчас мы проводим Дальневосточный форум родословия. Это значит представители всего Дальневосточного федерального округа. Кто-то приезжает, да, будет присутствовать, кто-то будет в системе, как ВКС, там, да, принимать участие. В общем-то, здесь пытаемся мы задействовать весь Дальний Восток в этом направлении. Поэтому, ну, а завтра, конечно же, мы всех ждем в 10 утра. У нас начинается, мы с Сергеем Ивановичем будем там презентовать книгу, которую он нам подготовил и подарил Якутии. Это книга «Тайны якутских фамилий. Дальний Восток». Это очень уникальный документ такой, да, я бы даже не книга называю, а документ, потому что действительно тут все документально, все с архива взято, да, и поэтому здесь нет никакой фантазии, тут все четко оттуда взято. Поэтому очень интересно, и те, кто интересуется, ну, своей фамилией, откуда она взялась, что там, кто были предки, там, да, своих друзей фамилий, кто-то увлекается родословием, все, для них это будет интересно, действительно, это вот такая находка. Я бы хотел сказать, что, допустим, даже вот, когда была издана первая книга, первый том «Тайны якутских фамилий», и вот мы стали там действительно это изучать, все, и получилось так, что мы с Сергеем Ивановичем стали родственниками, понимаете, вот, ну, до того интересно. И вот нашли общие корни. Да, нашли общие корни, да, и вот мы, оказывается, вот может быть и так даже. А как изменилось вот ваше общение, или оно началось после того, как вы обнаружили, что вы родственники? И как вообще изменилась, может быть, ваша какая профессиональная какая-то деятельность? Стали родственниками? Да, и, ну, конечно, уже отношения совсем другие. Если до этого мы были знакомы чисто, ну, как бы по работе это все было, да, но сегодня, когда уже мы знаем, уже какие-то родственные связи возникают, то уже отношения совсем другие. Мы уже как, ну, разговариваем как в одна семья, как родные, да, вот поэтому совсем по-другому. Отношения становятся совсем другие. У нас общая история. Значит, вы не просто в наш город, а вы прям к родне сегодня. Вот да, сюда приехали. Вот мы с роднёй здесь. Да. Друзья, книга действительно потрясающая. Я прямо за кадром посмотрела. Здесь можно в содержании найти фамилию, которая может быть ваша, которая может быть вашего родственника или друга, да, и узнать об этой фамилии все. Это очень интересно, поэтому наверняка завтра может прийти абсолютно любой человек, без разницы, да, какого возраста. Это может быть и ребенок, и подросток, и взрослый человек, и пожилой человек. Вот
наверняка же это интересно многим людям. И правда можно найти какие-то такие, да, родственные связи. А почему вы решили заняться вот таким поиском именно вот фамилий якутских Дальнего Востока? Ну, вопрос, который все мне задают. Да, я не Камчедал, буду оригинальной. Да, Камчедал оказался здесь, в Якутии, и занимается якутскими фамилиями. Дело в том, что это наши общие фамилии. На Камчатке те же фамилии у старожилов, у казаков, у камчедалов, потому что Камчатку открыли, освоили якутские казаки. Как якутские казаки освоили весь Дальний Восток. Почему и Дальний Восток второй том? Это второй том. Первый том еще больше. Издан и больше, и количество фамилий там больше. Но у них разные задачи. Этот написан специально уже под форум родословия. Вот немножко о нем позже. А в первом томе там идет именно основа, когда появляются казаки на якутской земле, в якутском уезде, как формируются первые старожилы уезда, всех и Анадырского острога, и Камчатских острогов, и Охотска. Вот. И вот эта базовая основа для того, чтобы люди знали, откуда они пошли, откуда точки, корневые точки. Второй том, он написан по-другому, и цели его задачи стояли несколько иные. Как раз именно мы говорили уже о форуме родословия. Кстати говоря, на съезде я был инициатором того, чтобы был такой форум. Меня поддержали, и вот он состоится. И, соответственно, книга эта строилась по какому принципу? По принципу поиска. Как помочь людям, которые хотят заниматься родоведением, по крайней мере, своим семейным родоведением, какие препоны встречаются на пути, где искать, какие существуют архивы, как я шел, по каким линиям, где ошибался, где находил ответы. Они были, в общем-то, могли быть самые неожиданные, потому что документальная основа, она находится в разных архивах. И сам не знаешь, где, в общем-то, что найдешь и скрепишь. Мне было легче, чем родоведам, которые занимаются семьей, потому что я шел глобально. У меня, так сказать, весь блок фамилий я вводил в базу, информационную базу, новую добавлял, анализировал. У меня устраивались эти родовые цепочки. Как действует обычный человек, который занимается своей семейной... Он все отсевает, кроме своего. Я, наоборот, все собирал для того, чтобы потом из этого, значит, материала выявить какие-то вот такие вот родовые цепочки. Это второй том. А мы сейчас заканчиваем уже работу над третьим томом. Третий том называется «Тайны якутских фамилий. Тихий океан». Якутские казаки 310 лет назад, в следующем году 310 лет назад, открыли морской путь из Охотска на Камчатку. И это начало экспедиционного освоения русскими северной части Тихого океана. Это уже первая Камчатская экспедиция, вторая Камчатская экспедиция. И здесь наша задача поднять и в тысячный раз показать о величии этой экспедиции, а показать то, кто эту экспедицию на самом деле двигал. Простые, в данном случае, якутские казаки. И вот это мы поднимаем полностью список, находим их родовую связь. Для чего? Для того, чтобы сегодняшние наши современники могли увидеть, что это их прямая связь с их родней, с их предками. И чтобы они поняли, что они сопричастны к этой истории, к этому подвигу народному. Чтобы не только вот эта вершина айсберга была нам известна, а чтобы весь этот айсберг был открыт и вошел в нашу историческую память. Вот такие вот задачи, поэтому отталкивался я от Камчатки. Начинал я с Камчатки, с камчатских фамилий, но они, естественно, привели меня куда? Владимир Атласов откуда пришел? Из Якутска. Стадухин откуда пришел? Из Якутска. Да. Семен Дежнев откуда пришел? Из Якутска. И якутские казаки участвовали и в Сахалинской, и в Амурской экспедиции Невельского. То есть и там тоже оставили свои следы. Вот так. Я робею перед такими умными мужчинами. Как можно столько много всего знать? А кто вам помогает в создании вот таких ваших трудов? Ну, у меня на Камчатке свой просветительский центр «Страна рыбы рыбоедов». Это музейный комплекс, по сути дела, музей цивилизации рыбоедов и музей рыбы. Это рыба стеклянная, оловянная, деревянная. Помогают мне мои рыбопромышленники, потому что я долгие годы работал, помимо писательского своего труда, кинематографического своего труда, я работал старшим государственным инспектором рыбоохраны по профилактике всех этих правонарушений. Моя работа была связь со всеми рыбопромышленными организациями Советского Союза.
Поэтому у меня, конечно же, достаточно большие связи и, в принципе, поддержка некоторых из моих друзей рыбопромышленников, которые на сегодняшний день, в общем-то, остались в этой системе. Как вы сферу поменяли неожиданно. Нет, я не поменял. У меня это идет, так сказать, диалектично, экологично, все это связано. Общая тема называется «История освоения северной части Тихого океана, Северной Пацифики». Спасибо. Еще раз напомним нашим слушателям, что завтра открывается большой форум «Родословная народов Дальнего Востока 2025». Приглашают абсолютно всех, и гостей нашего города, и жителей нашего города. Приходите в исторический парк «Россия. Моя история». Поднимайтесь на 2-й этаж в конференц-зал. Скажите, пожалуйста, вот как обратная связь, вы какую вот обратную связь бы хотели получить от тех людей, для которых эта книга написана? И, может быть, вы ее уже получаете? Я ее уже давно получил. И, кстати говоря, многие очерки в этой книге написаны по письмам. Угу. Вот. Как-то ко мне обратились Сафронеевы, как-то ко мне обратились Душечкины, в общем-то, и оказалось, что они из других регионов. То есть человек может, например, почитать какую-то, да, не найти свою фамилию, но знать, что вы можете найти и просто обратиться к вам, сказать: посмотрите, пожалуйста, откуда корни моей фамилии. Так даже можно сделать? Да, конечно. У нас огромная информационная база по этим фамилиям. Здесь только, наверное, даже не половинная часть того информационного материала, который у нас имеется. В общем, ну, вы сами понимаете, некоторые фамилии, они на протяжении нескольких столетий фиксируются, а некоторые появились и угасли. Звезда загорелась и упала, и, в общем-то, и не осталось, в документах не осталось. А по жизни они могут продолжать существовать, род сохраняется, но он мелькнула фамилия в XVIII веке, а потом вдруг проявилась уже в XX. Вы знаете, когда вот начались и репрессии политические, очень много всплыло фамилий, и Великая Отечественная война. Вот, кстати говоря, в первом томе у нас, помимо того, что мы вот эту базисную основу, дальше у нас каждому фактически очерку идет список фронтовиков. Ну, допустим, вот Аргунову. И несколько буквально страниц посвящено этим Аргуновым. Зачем? В этот период довоенный было все статично. Люди жили на своих родовых местах, в своих наследках. Да. Они еще не было этого передвижения, массового переселения и так далее. И мы можем зафиксировать на сегодняшний день, благодаря этой книге, где вот эти вот ядра, вот родовые семейные гнезда. Вот. Потому что сегодня, если к этой работе приступить, это не получится. Уже растворилось, изменилось. Там, где был какой-то наслед, появился город или, наоборот, исчез. Вот люди жили, разъехался, да. Все, получили все высшее образование. Каждый получил свое назначение, распределение, и истоки так ушли. Поэтому вот там мы как раз из-за эту задачу преследовали, чтобы последующие, кто пойдут после нас, у них уже будет база. Вот это могут ее использовать и увидеть, в общем-то, ту историю, которая была. Вот я бы хотел продолжить эту тему, да, вот в таком плане. Я вот занимаюсь геокультурой, там, да, сохранением нашей исторической памяти, и поэтому вот эта книга дает толчок как раз, чтобы здесь это как-то материализовать. Да? Вот, допустим, у нас в городе Якутске всегда проходила такая выставка-ярмарка «Якутск-купеческий». Да, вот, собирались предприниматели, назвали свою ярмарку «Якутск-купеческий», и, в принципе, вот именно такая книга дала толчок. А почему бы не придать ей другие смыслы этой нашей ярмарки, да? И мы уже 2-й год проводим, допустим, если в прошлом году у нас Якутск-купеческий был посвящен Никифорову Манитахолу, это вот наш купец, меценат такой, да, вот, посвятили ему. И вот, представляете, на эту выставку собрались все родственники, связанные с фамилией Никифоровых. Вот их мы проводили в кружал, там, они собрались, и вот потом, и после такого круглого стола выработалась какая-то программа, что в течение года сделать можно. Да. Был создан фонд, где аккумулируются средства, чтобы отреставрировать вот как раз родовые гнезда, да, вы затронули, Сергей Иванович, да, да. Вот, и как раз родовое гнездо, откуда возникли Никифоровы, это Мегино-Кангаласский улус, местность Агекой. И вот в этом году уже поехали предприниматели с города Якутска туда, встретились с предпринимателями Мегино-Кангаласского улуса, и дальше вот эта работа и дальше продолжается. Да? А в этом году мы провели Якутск-Купеческий, был посвящен аймяконскому купцу Кривошапкину.
Представляете? И тоже собрались, ну, уже родственники Кривошапкина. И вот мы дальше планируем, тоже решили создать фонд, потому что усадьба сохранилась. Вот одно дело, мы говорим, там, как это виртуально это все, там где-то вот родовые линии рисуем, а ведь еще есть материальный, гнезд. Откуда возник род? Да? А это надо сохранить. И вот если мы это дело сохраняем, как бы и законно даем статус, допустим, это объект культурного наследия, достопримечательное место, связанное с такой-то фамилией, да, и усадьба там есть, и это уже тот род, все потомки могут собираться там и смотреть и прикасаться к своей истории. Да, это очень интересно. Очень интересно. Да, и вот уже, представляете, даже теперь эти ярмарки проводить уже легче там, да, уже появились какие-то смыслы. Да, вот какие-то вот, ну, уже следующий. Историческое наследие. Да, и уже начинается конкурс быть, да, вот, а вот следующий, вот, и начинают наши улусы, говорит, а вот давайте, вот у нас тоже был купец, и начинает копаться в истории, в родословиях там своих, да, и вот следующий год будет посвящен Барашкову, это Хангаласский улус, а его как раз на будущий год будет 150 лет. И вот начинается это уже бурление, вот уже, это ярмарка, она будет только через год, но уже движение пошло, понимаете, вот, и это уже мы начинаем, и самое-то главное, что вот эти все купцы, меценаты, они ведь за свои средства строили школы, церкви там, да, они за налог платили за весь свой род, за свой, да, вот округ свой даже так, да, поэтому это пример для современных предпринимателей. Социальная ответственность возникает какая-то, да, примеры показываем. И вот начинает эта история, начинает работать сегодня, и дает пример сегодняшним купцам, да, предпринимателям. Как? Ну, а событийный туризм? Да, и это уже, следующий момент, это уже, конечно, событийный туризм, это уже развитие туризма, это, допустим, у нас в Якутии туризм развивается как сперва, вот, это все физика, географические, да, и климатическое, это аймекон, сплавы, рыбалка, охота, да, а если мы начинаем обращать в эту сторону внимание, да, в сторону, дословно, родовых гнезд, то тогда и у туризма появляется тоже новое направление, потому что туристы приезжают к нам и спрашивают, а как ваши предки жили в этих условиях? Что они делали? Кем они были? А если мы показываем, да, были, вот они купцы, пожалуйста, вот их родовые гнезда, это уже становится интересно. А как в походы ходили? А если сделать маршруты, да, вот по путям великих свершений, да, по казачьим тропам, по всем, по нашего там Беринга, да, маршрутами Беринга пройтись, ну это вот вообще-то становится как абсолютно новое направление. Вы такие увлеченные, это так замечательно. У нас до конца эфира остается 2 минуты. Может быть, я какой-то вопрос не задала, а вы хотели бы о чем-то обязательно сказать, и вдруг есть о чем, чего я не спросила, скажите. Ну, мы скажем, в принципе, главное, это на завтра на презентации. Да, там мы уже более предметно можем рассказать, показать. У меня просьба, чтобы люди приходили с вопросами. Я бы не хотел, чтобы была построена на каком-то монологе. Я хотел бы, чтобы эта презентация была построена на вопросах. Что люди хотят от этих книг? Какие вопросы их волнуют? На какие вопросы мы ответили? На какие вопросы являются актуальными сегодня? Да? Совершенно правильно, потому что должна быть, вот как вы поднимали вопрос, обратная связь. Вот когда вот есть труд, да, готов подать людям, да, смотрите, ну и должна быть ответная реакция. А что там? Как это поработать? Как это сделать? Как писателю это вообще очень важно, да. Ну так это бесконечная, тогда получается такая будет обратная связь, потому что человек, наверное, будет, если не нашел свою фамилию еще в ваших вот томах, да, он, наверное, будет спрашивать о своей фамилии, кто-то еще о своей, еще, и это не закончится никогда. Ну, а мы поможем искать. Поможем. А для того, чтобы вы узнали о какой-то фамилии от самого человека, который делает запрос, что-то нужно? Очень много узнаю как раз из этого, потому что есть много людей, которые занимаются своим, делают поколенную роспись, собирают исторический материал, но они упираются какое-то время, где-то происходит разрыв времен. И вот тогда многие обращаются ко мне.
И мы уже ищем варианты для того, чтобы эти концы То есть это не с связать. чистого листа, все-таки человек уже должен как-то какую-то уже информацию собрать о своей... Вы знаете, с чистого листа не всегда получается, потому что иногда человек приходит и говорит: я бы хотел узнать там о своей бабушке, а как зовут твою бабушку? Бабушка Люба. И вся информация, которая у него. Поэтому, конечно, он должен сначала... Понятно, нужно подготовиться. Да. У нас следующий блок, мы продолжим говорить о завтрашнем мероприятии. Оставайтесь, дорогие слушатели и зрители, через 4 минуты увидимся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире, мы продолжаем говорить о мероприятии, которое пройдет завтра, 8 числа, и пройдет 9 числа. Называется оно «Форум «Родословная народов Дальнего Востока». Пройдет оно в историческом парке «Россия. Моя история», забываю название, на 2-м этаже в конференц-зале. И в нашей студии гости, которые... так же, как и гости нашего первого блока, имеют к этому мероприятию непосредственное отношение, и я их рада представить. Сегодня в нашей студии Константин Ильич Аргунов, директор общественной организации научно-исследовательского института генеалогии и этнологии народов Севера. Константин Ильич, здравствуйте. И рада представить Дмитрия Александровича Киркинского, автора программы «Древо жизни», которая будет представлена завтра на форуме, и генерального директора IT-компании «Генери». Дмитрий Александрович, здравствуйте. Добрый день. Вы наш гость. Вы приехали к нам... Я из Новосибирска. Из Новосибирска, да. Да, ну я представлю сейчас Дмитрия Александровича, да. Вот с Дмитрием Александровичем мы 2013 года как бы сформировали виртуально, потому что мы выбрали его программу «Древо жизни», еще тогда 4, по-моему, было, да. И вот более 10 лет мы с ним как бы совместно очень хорошо работаем, плотно, и вот он уже 3-й раз приезжает. Как говорится, если до первого съезда 2013-2018 года он был для нас как бы виртуальным человеком, и вот 2018 года он у нас не пропускает вот эти наши республиканские такие масштабы мероприятия по родословию. Поэтому вот сейчас, пожалуйста, послушаем мы нашего гостя, да, он тем более с такой дали прилетел уже 3-й раз, и он завтра после Сергея Ивановича Вахрина, после презентации, он 2-м блоком, он будет выступать перед аудиторией, и мы приглашаем туда все библиотеки, всех желающих, которые хотят составить именно по электронной программе нашей отечественной, разработчиком, который является и автором, вот, Дмитрий Александрович. Дмитрий Александрович, вы 3-й раз приезжаете, а что вам дает выступление вот в форумах, раз вы каждый форум посещаете, что для вас ценного и какая цель вашего участия? Да, это каждый раз такой очень полезный опыт, потому что очень важно видеть своего пользователя. Не просто делать как-то для какого-то абстрактного человека, а видеть конкретных людей, общаться с ними, знать их какие-то пожелания, потребности. Это очень стимулирует, на самом деле, для развития. Потому что начинаешь уже делать уже для конкретных живых людей эту программу. А если так обобщить, то что это будет за такой портрет того, кто обращается к вашим программам, человека? На самом деле люди очень разные. Она программа достаточно простая в освоении. И у нас, во-первых, очень много людей в возрасте, которые уже, выходя на пенсию, находят время и занимаются своей родословной, чтобы оставить наследство как бы своим детям и внукам. И в то же время у нас есть и молодые люди, которые также составляют свою родословную. Какие-то у них есть семейные архивы, которые они вводят, вносят в программу. И, получая результат в виде родословного древа, они печатают его, дарят своим родственникам там, на различные события, да, там, на свадьбу, например, прекрасный подарок, на день рождения, на юбилей. И это всегда является таким центром внимания, сразу создает. Вот. Поэтому очень разные люди, и интерес к программе широкий. Я добавлю, он скромный человек. Почему? Потому что вот, наша национальная библиотека, мы давно работаем, и сейчас как бы систему принято вот это через библиотеки сельские. Мы работаем через нашу национальную библиотеку, нашу стратегическую, как говорится, партнера. Вот именно Дмитрий Александрович вот эта программа по Якутии распространяет через библиотеку, как бы системно составляющая.
А в чем уникальность вашей программы? Ведь такие программы сейчас, в общем-то, популярны, они есть, она не единственная такая программа, да, которая может помочь систематизировать свою ветку, свое древо. Пророссийское, скажи. Во-первых, нужно понимать, что это офлайн приложение, то есть это программа, которая устанавливается на компьютер пользователя непосредственно. И данные пользователя тоже хранятся, ваши данные хранятся только у вас. На вашем компьютере в интернет они не отправляются. Вот это сразу разделяет, как бы отличает наш продукт от этих онлайн-сервисов. Что нет утечки вот этой информации. Да, за данные отвечаете вы. Не какой-то владелец онлайн-сервиса, который отвечает за безопасность, за отсутствие утечек, да, за доступ к данным, вот, а полностью они данные у вас. Но при этом вы можете этими данными делиться со своими родственниками, пересылать их по электронной почте, через какие-то облачные сервисы. То есть совместная работа с программой тоже возможна. Ну и у нас программа, она, с одной стороны, у нее много, широкий функционал, много функций, которые позволяют вводить данные о персонах, о событиях в их жизни. То есть события жизни персоны составляют такое жизнеописание, начиная от рождения, да, и заканчивая там смертью. И события объединяют персон. То есть событие рождения объединяет родившегося отца и мать, событие свадьбы объединяет мужа и жену, и программа вот на основании этих событий сама строит родословные деревья. Кроме того, можно добавлять фотографии, видеоизображения, то есть такой целостный получается архив. И составлять. Документы. Сканированные. Да, значит, деревья можно печатать, в том числе на широкоформатной печати. Можно постранично печатать и склеивать. И также есть возможность представить свою родословную в виде так называемой родословной росписи. Это текстовый формат родословной, который позволяет получить максимальное количество информации, и как дополнение к дереву он удобен например, для публикации в виде книги. Вот как бы все это в сумме дает вот такую вот программу. В то же время мы стараемся не перегружать ее функциями излишнюю программу, оставлять простой интерфейс, чтобы человек мог открыть, новичок, да, открыть и сразу же разобраться, и сразу же начать что-то с ней делать, вносить свои данные. Я в вашем интервью услышала, что вы назвали вот эту программу вашим основным делом вашей жизни, ну, если я правильно услышала. Абсолютно. Так, верно, да? Да. А почему вы так увлеклись? И вы тогда еще сказали в интервью, что вы начали с себя, и потом вроде как и не смогли остановиться. Да, первая версия вышла в 2002 году. Я вообще по образованию инженер-программист, и у нас в семье хранился наш семейный архив, довольно большой, и было древо от руки нарисованное, тоже по наследству передавалось. Вот. И тут такая возможность появилась, вот, задача интересная, и я сделал это для себя сначала. Вот я поискал похожие продукты, не нашел в то время, 2002 год, и сделал для себя, но в то же время я сразу же рассчитывал, что программой будут пользоваться другие люди. То есть я сразу пытался делать такой продукт для широкой аудитории. Вот. И с тех пор, и кстати, изначально мои данные вносил мой четвероюродный дед. Ему тогда уже было за 80 лет, между прочим. Он работал с программой первой, и основной массив внес он. Вот потом, после его смерти, все данные перешли, мой папа занимался этим, и теперь это все перешло мне, и занимаюсь этим я. То есть уже, получается, в третьем поколении вот эти наши данные, они пополняются, они как бы живут. То есть они живые, они актуальные. Я добавляю родившихся, обновляю фотографии детей, которые растут, вношу события смерти. То есть данные актуальные потом я передам уже своим детям. Вот в этом как бы и смысл, в общем-то, работы. У Дмитрия Александровича, кстати, я подтверждаю, в чем простота. Даже я вот среди деревень бываю, и 60-70-летние женщины 5 минут объяснил, если они там раньше с компьютером работали, они моментально начинают работать, понимаете, да, и вот в чем здорово. И вот Дмитрий Александрович, вот сейчас вот Древо Жизни 6, завтра вот в историческом зале, музей, да, моя история, расскажет про Древо Жизни 6. Он сейчас там объяснит, в чем разница и как. Да, у нас вышла в этом году вышла новая версия программы. И для нас это такая как бы мини-революция, то есть программа фактически написана с нуля.
на новых совершенных средствах разработки. То есть у нас теперь большой как бы запас на будущее по постепенному дальнейшему развитию. Но для пользователей в то же время она остается знакомой. Те, кто работал с предыдущими версиями, они будут спокойно перейдут на новую версию. И завтра я об этом буду рассказывать, о возможностях новой версии и о том, как перейти на нее. Обновляется старая. Туда. Да, конечно, данные можно перенести все. Да. Я тоже обратила внимание, что вы упомянули своего дедушку, который в компьютере, да, разобрался и сам уже начал что-то там делать, да, то есть для людей пожилого возраста это значит не сложно. А будет ли завтра возможность у тех, кто придет на конференцию, да, в конференц-зал, на этот форум, под вашим кураторством вот начать эту программу делать? И если да, то что для этого нужно? Это зависит Время. на самом деле от организаторов, будет ли возможность такая техническая. Вот, если вообще я предусматриваю, да, то есть у нас сначала будет презентация некоторая именно вот по новой версии, а потом, если будет техническая возможность, я покажу, как вот начиная с нуля, да, с чистого листа, начать работать с программой по шагам, то есть как бы вот самые базовые вещи. Внесли персон, там какие-то события внесли, добавили там несколько фотографий, построили древо как результат, и затем его сохранили для там пересылки родственникам или для печати. Вот этот как бы цикл вкратце я покажу, и отвечу на вопросы. Но кто, например, будет надеяться, что такое возможно, им все-таки нужно будет с собой принести, да, какую-то информацию тех, кого вносить, и фотографии, да, наверное, на каких-то носителях. На самом деле тут главное начать, потому что не обязательно вот вносить все последовательно, там, начиная там, от какого-то дальнего предка или, наоборот, начиная от себя. Можно носить в произвольном порядке. Вот какая информация у вас появилась, ту информацию вы добавляете. Появилась фотография у человека, там, вы ее добавили. Или, там, программа уже сама начинает выстраивать? Древо строит программа сама полностью автоматически. А как она понимает, какая фотография, куда? Там же надо тогда конечно, да, у вас есть персона, вы выбираете для нее фотографию. Если это групповая фотография, вы отмечаете на эту персону на ней, там обводите рамочкой. Увлекательно. Я обратила внимание, согласна, что вы скромные, это чувствуется, что у вас есть вот награда. Можно спросить? Да, это медаль от Российской генеалогической федерации за вклад в развитие генеалогии. Вот достаточно недавно ее получил. На самом деле вот программа, то есть 23 года уже 23 года программе уже есть, и на самом деле она внесла некоторый вклад в развитие генеалогии в России и в возрождение вот этого интереса к своей родословной. А у вас есть... Она делает это проще. Какая-то статистика, сколько людей уже вашей программой воспользовались, кому она уже подошла, и кто продолжает ее как-то добавлять туда информацию? И, конечно, статистика есть. По активации. Вообще программа во всем мире пользуется, она переведена на... Ваша вот именно? Да, на все основные языки, то есть не только в России, но Россия исторически так, что это основной у нее рынок у программы. Поскольку она изначально была адаптирована под реалии, да, то есть там отчество, которое зависит от имени отца, да, и так далее. И вот так. Есть люди, которые меняют фамилии, да, которые берут, например, фамилии чьи-то там, например, не непосредственно своих родителей, да, а кого-то из системы. Бывает, что кто-то берет себе фамилию, которая не имеет никакого отношения к нему. Как вы относитесь вот к таким явлениям? Как вы считаете, меняется ли судьба человека? Приложение. Наша задача зафиксировать некие факты. То есть вот человек поменял фамилию, мы создали, например, событие смены фамилии и зафиксировали это. Я считаю, что чем полнее вы отобразите историю, как бы не безотносительно, безоценочно, да, тем это более правильно. Пускай потомки оценивают все-таки. Вот. А наша задача просто зафиксировать, сохранить и передать в следующее поколение. Понятно, так интересно. То есть там будет указано, что у него была такая фамилия, потом он поменял эту фамилию, да, будет какой-то документ, и в принципе... Да, конечно, в идеале у каждого события должен еще указан быть источник. Вот. Если есть событие, то должен быть какой-то документ отсканированный, который к этому событию прикреплен и который подтверждает.
например, якутские вот имена и так далее, да, русские переходят же сейчас и на якутский некоторые, да, вот можете объяснить события, правильно же, да, что вот почему он по-якутски вот имя свое от русского поменял, может, в честь своего предка и так далее. Вот это все у Дмитрия Александровича предусматривается. Так не потеряется тогда человек. Да. 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 Понятно. У нас остается очень мало времени до конца эфира. Может быть, вы что-то хотите сказать еще? То, о чем я не спросила. Может быть, еще раз хотите пригласить тех, кто нас смотрит и слушает на завтрашнее мероприятие? Вот с завтрашнего дня вот форум наш начнет работать «Россия. Моя история». А потом с 2 часов, это очень будет интересный институт гуманитарных исследований, будет с 2 часов там наши ведущие ученые по очень интересным тематикам, которые относятся к родословию. Да и еще плюс АЯКГТ, это библиотека в 203 микрорайоне, там будет среди школьников и учащихся. Плюс у нас в историческом зале библиотеки национальной нашей тоже там один род соберется, Яковлева Кангаласского улуса. И 9 числа у нас в 10 часов пленарная часть вот этого форума. И просим всех тех, кто желает прийти, посмотреть, послушать. Там будет выставка ДК Кулаковского, вот это ДДМ, да. Встретить своих знакомых, может, это по выставке посмотрят. Иногда находят даже часто своих родственников и так далее. И очень много знакомств бывает. Перениматься опытом будут. Придут энтузиасты, которые и по древу работают. И там по общению, вот, и там Дмитрий Александрович выступит, как положено, и это. Он свои заявления, все это, пожелания, и все это выскажет. Поэтому мы приглашаем все общественность, которые вот это хочет послушать, все это узнать побольше. И тогда это тоже человека, как говорится, очень инициирует внутренне. Ну да, в общем-то, получается, что можно завести какие-то новые знакомства, да? Да. Даже родственников находят. Если ты не начинал еще изучать свою фамилию, да, свою вот семейную систему, то как раз это будет хорошая такая точка отсчета, да, этот ваш форум для человека, который может начать, увлечься и начать. Вот и завтра с Дмитрием Александровичем могут познакомиться воочию, а не виртуально, понимаете? И наша российская программа, а сам разработчик здесь. И Сергей, подойти, да, и Сергей Иванович мы вот такую подойти. книгу, вот, да, посмотреть и приобрести. И именно автор объяснит все это. Да. И разработчик автор тоже объяснит. Так что это не в каждом регионе это удается, двух авторов. Что много людей, которые вроде как-то и хотят, и считают, что важно этим заниматься, нужно, но чего-то вот немножко не хватает. Да. А когда им показывают некий результат уже в виде древа, вот это является таким толчком, и это становится точкой вот начала увлечения именно вот практического. Сложно не увлечься. Да. Спасибо вам большое. Завтра приходите все в исторический парк «Россия» и изучайте свою семью.